И в октябре месяце мне сделали операцию, и был инсульт, сделали, прооперировали, и после операции давление не падало, 160-180 держало. Потом в конце января, когда мне предложили этот бальзам, я взяла, пропила бальзам неделю. Давление потихоньку начало спадать, но не сильно. На 10-е сутки по использованию этого бальзама уже давление было 140. В данный момент 120/80. И еще хорошо помогает на суставы. У кого суставы больные, они вот вначале проходят агрессивные моменты, когда начинает агрессивно болеть суставы. Но я почувствовала это, знаете, больше 10 дней, это был сустав, когда начал только болеть. А потом постепенно, сейчас уже почти уже месяц пью, я уже не чувствую суставы боли. Бывший медик. Я хочу вам сказать, что в Таньша слышали, наверное, этот результат. В Таньша мы открыли офис, потому что мы хотели вылечить дядю Динара Алиевой. У него онкология 3-й степени, онкология гортани. Сейчас я вам расскажу, какой у него результат. Документально, доказательно все есть. Онкология 3-й степени, 3 сантиметра была опухоль. Он через 4 месяца приема поехал на обследование. Диагноз: полная регрессия опухоли. Исследование УЗИ поверхности лимфатических узлов без особенностей. Исследование УЗИ почек. Заключение без особенностей. 72 года человека. Исследование видеолапаротоскопия. Подсвязочное пространство свободное. Исследование УЗИ поверхности лимфатических узлов, одна сторона, тоже без особенностей. Исследование УЗИ, тоже без особенностей. Так, далее. Сейчас. Исследование УЗИ почек, тоже без особенностей. У него были камни. Представляете? Это полная регрессия организма, это полное излечение. Представляете, 3-й степень онкологии. Добрый вечер, уважаемые лидеры, уважаемые партнеры, гости сегодняшние, которые собрались. Я хочу вас всех поприветствовать. Меня зовут Бахытгуль Битабарова. Я являюсь серебряным директором компании. Спасибо. Результатов очень много. Если говорить, если перечислять, охота всех сказать. Но я скажу сегодня ключевые 2 результата. Один результат — это мой результат. Буквально я недавно получила его. 5 лет назад при аварии у меня было защемление почки, и после аварии сразу появилась киста с размером почки. Но так как во время аварии я была беременна на 4-м месяце, мне не смогли сделать хирургическое вмешательство. Сказали, после рода разрешения нужно оперативным способом убрать кисту. Но после родов ничего не беспокоило, мы все это быстро забываем, я ходила дальше. Буквально недавно у меня был подскок давления, я вообще сама гипертоник со стажем, был подъем давления, обратилась в больницу, думала что-то с почками, почему давление поднялось, хотя после приема бальзамов у меня с 9-го дня больше ни разу не поднималось давление, на протяжении года уже. Вот. И когда обратилась в больницу, сделали УЗИ почек, это было что-то с чем-то невероятное. Первое, не было кисты вообще. Это первый результат. Второе, у меня было 3 камня в правой и 2 камня в левой почке. Не было камней. Третий результат, я спросила, хотя бы песок есть, если нет камней? Сказали, песка нет. С 19 лет мне был выставлен диагноз хронический пилонефрит. Вы знаете, что пилонефрит никуда не девается, к сожалению, да? Сказали, что пилонефрита нет. Единственное, говорят, что в правой почке сейчас идет большой отток соли. Левая почка, говорит, настолько прозрачна.
левая почка настолько прозрачна, говорит, и вот этот врач, который исследовал, она говорит, я не знаю, что вы пьете, я не знаю, что вы делаете, но, пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете. Ну, говорит, пожалуйста, говорит, продолжайте делать то, что вы делаете, пить то, что вы пьете, потому что, говорит, невероятно, говорит, кристально чистые почки. Это мой результат, который получен недавно. Второй результат, я его всегда на всех презентациях, на всех мероприятиях озвучиваю, я его не устаю повторять и хочу сегодня повторить, потому что этот результат может дать надежду очень многим людям. Этот результат был получен в нашей структуре. Человек, вот сейчас очень много говорилось про ксантоны, это действительно препараты работают с онкобольными, люди, которые очень сильно уже отчаялись и цепляются за каждую веточку. В Ташкенте женщину зовут Галина. Когда был доставлен препарат, женщина была в тяжелом состоянии, уже лежачей. Она не могла передвигаться по городу самостоятельно на транспорте. У нее был постоянно рвотный рефлекс. Она не могла толком уже переваривать пищу. Была онкология 4 степени с метастазами. И когда доставили бальзамы, бальзамы были доставлены с той целью, какая-то надежда хоть как-то продлить жизнь и как-то улучшить состояние. И когда были доставлены бальзамы, она начала пропивать, она приняла это с большой благодарностью, с большой верой. Через 2 месяца, когда мы к ней выехали, первое, что мы заметили, у женщины был аппетит. Второе, она уже сама самостоятельно ездила, передвигалась, была очень довольна, была очень благодарна. Но когда мы к ней приехали в сентябре месяце, это спустя 5 месяцев после первого приема, женщина прибежала, вот наш партнер прибежала в офис и со слезами на глазах благодарила и сказала, я только что вышла с больницы, с онкодиспансера, с вами хотят встретиться мои врачи, с вами хотят поговорить наши врачи, потому что сейчас, говорит, мы сидели в коридоре, говорит, 7-8 человек, врачи выходили и говорили, вам столько-то химии, вам столько-то, у вас такое-то ухудшение и так далее, и так далее. А когда, говорит, дошла очередь на меня, говорит, врачи подошли и сказали, а с вами, дорогая, мы не знаем, что будем делать, мы вас снимаем с онкоучета. То есть полностью была рефлексия болезни, когда болезнь полностью отступила, нет ни опухолей, ни метастазы. И буквально на днях вот мой партнер Витген, он приехал с Ташкента, именно работал с врачами, с онкологами в онкодиспансере. Пейте, пропивайте, будьте здоровы.